бизнеса эти решения принимались. Среди приоритетных решений отмечу прямые выплаты семьям с детьми, сотрудникам медицинских учреждений и служб скорой помощи, повышение пособия для тех, кто после 1 марта столкнулся с временной потерей работы. Государственные субсидии и льготные зарплатные кредиты для предприятий, которые сохраняют занятость, сохраняют свои коллективы. Отсрочки по налоговым кредитам, арендным платежам. Кроме того, дополнительные меры поддержки были приняты в ходе серии совещаний по ситуации в базовых отраслях национальной экономики. Это автопром, строительная индустрия, банковский сектор и топливно-энергетический комплекс, ОПК, ракетно-космическая отрасль. Добавлю, что завтра рассмотрим положение дел на транспорте. Хотел бы сегодня услышать, как на практике работают механизмы поддержки. И главное, сколько конкретно людей, семей, трудовых коллективов такую помощь уже получили или получат в самое ближайшее время. Не когда-то потом, а именно в те сроки, которые были нами ранее установлены. Отдельно и предметно прошу остановиться на возникающих проблемах. Что сделано для их оперативного неотложного устранения, включая корректировку нормативно-правовой базы? И еще один важнейший вопрос нашей повестки. Я уже сказал, что у нас 2 вопроса будет. Как вы знаете, к 5 мая просил разработать рекомендации по параметрам аккуратного, постепенного выхода из режимов вынужденных ограничений. Такая оценка правительством, Роспотребнадзором совместно с рабочей группой Госсовета проведена. Сегодня заслушаем подготовленные предложения. Также обращаюсь к главам всех регионов России и напоминаю, что вам, в свою очередь, опираясь на эти рекомендации, необходимо за ближайшие дни выработать свои планы действий на период после 11 мая. Конечно, жизнь сложнее, гораздо сложнее любых схем. И тем не менее важно иметь обоснованный, выверенный с учетом мнения специалистов алгоритм действий для каждого региона страны. Мы видим, что ситуация с распространением коронавируса в субъектах Федерации складывается по-разному. Как уже говорил, где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять, а где-то, возможно, планировать их определенное обоснованное их смягчение. Но только с опорой на мнение ученых, специалистов и с учетом всех факторов и возможных рисков. Вновь подчеркну, нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки – это безопасность, жизнь, здоровье наших людей. Поэтому ответственность за каждое принятое решение и коллег из правительства, и глав регионов крайне высока. Давайте никогда не будем об этом забывать. Переходим к первому пункту повестки дня, а именно к докладам по выполнению ранее принятых решений. И вначале передаю слово министру труда и социальной защиты Антону Олеговичу Котякову. Пожалуйста, Антон Олегович. Уважаемый Владимир Владимирович, начну с вопросов поддержки семей с детьми. Начиная с 17 апреля семьи, имеющие право на материнский капитал, осуществляются ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч на одного ребенка в возрасте до 3 лет. На текущий момент средства уже перечислены семьям на 1 миллион 898 тысяч детей. То есть мы из федерального бюджета выделили уже 9,5 миллиардов рублей на эти цели. Выплаты получают в том числе и семьи, которые уже полностью распределили средства материнского капитала. Налоги на эти выплаты не взимаются, и они не учитываются в составе дохода семьи при предоставлении иных мер социальной поддержки. Для получения данных выплат гражданам достаточно дистанционно направить только одно заявление. Сделать это можно на портале государственных услуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Подавляющее большинство семей воспользуются именно таким дистанционным способом подачи заявлений. Сведения, указанные в заявлениях, Пенсионный фонд проверяет в течение 5 рабочих дней. После этого производит назначение соответствующих выплат. Отмечу, что в перспективе мы планируем, что данные выплаты смогут получить 3 миллиона, более 3 миллионов 300 тысяч детей. Эти меры поддержки будут охватаны в том числе и те семьи, которые до 1 июля текущего года получат материнский капитал.
капитал. Начиная с 15 апреля мы полностью перешли в автоматизированный беззаявительный принцип предоставления сертификата на материнский капитал. То есть пенсионный фонд на основании сведений, которые предоставляют органы ЗАГСа о рождении детей, в инициативном порядке оформляет сертификат и направляет его с уведомлением родителям. На текущую дату в проактивном режиме мы предоставили уже материнский капитал более 66 тысячам семей. С 1 июня, на месяц раньше первоначально запланированного срока, мы начнем предоставлять ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Размер данной выплаты составит 50% от величины прожиточного минимума ребенка в соответствующем регионе. В среднем по России это 5500 рублей. Выплату будут получать семьями с доходами ниже одного прожиточного минимума. Хочу отметить, что на сегодняшний день разработана вся необходимая нормативная база, как на федеральном, так и на региональном уровне. Помимо этого проведена доработка технической платформой, и уже с 20 мая, Владимир Владимирович, мы начинаем поэтапный прием заявлений на эту выплату. То есть к 1 июня все субъекты Российской Федерации стартуют и начинают принимать данные заявления. То есть заявления подаются, как я уже сказал, дистанционно через портал госуслуг. Для тех граждан, у которых не будет технической возможности для подачи заявления дистанционно, сохраняется возможность подачи заявления через МФЦ, либо через органы социальной защиты. Решения, которые будут приниматься для осуществления данной выплаты, будут делаться на основании тех документов, которые будут органы социальной защиты получать путем межведомственного взаимодействия, и они не будут учитывать доход по предыдущему месту работы в случае, если один из родителей признан на сегодняшний день безработным. Отмечу, что в федеральном бюджете на данную выплату предусмотрено почти 105 миллиардов рублей. В бюджетах субъектов эта сумма составляет 31 миллиард рублей. И по нашей оценке до конца года, то есть на ближайшие 3 месяца, данную выплату получат более 2 миллионов детей. Еще одна категория граждан, которые оказались в сложном, в таком уязвимом положении из-за коронавируса, это люди старшего возраста, старшего поколения. Для обеспечения их самоизоляции с начала апреля был введен упрощенный порядок оформления больничных листов. Он предназначен именно для работающих граждан старше 65 лет. Больничные оформлялись дистанционно сразу же на 2 недели. Соответственно, граждане получали оплату больничного, не дожидаясь его закрытия, а все необходимые сведения Фонд социального страхования получал напрямую от работодателя для этих выплат. Таким образом, мы на сегодняшний день уже оформляли такие больничные листы данной категории граждан дважды, по 2 недели каждый раз. И количество выданных больничных листов соответствует на сегодняшний день 1 миллиону 493 тысячам больничных. Соответственно, общая сумма, которая была выплачена по этим больничным листам, превысила 16 миллиардов рублей. Теперь о поддержке граждан, которые остались без работы. С 30 марта был увеличен максимальный размер пособия по безработице с 8 тысяч до 12 130 рублей. С 9 апреля мы ввели временный, максимально упрощенный порядок подачи заявлений на получение этого пособия. И хочу сказать, что теперь можно дистанционно через портал «Работа в России» либо через сайт госуслуг подать соответствующее заявление дистанционно. Кроме того, граждане имеют возможность также дистанционно на портале «Работа в России» заполнить свое резюме для дальнейшего трудоустройства. По новому упрощенному порядку безработным не нужно предоставлять ни копию трудовой книжки, ни приказ об увольнении, ни справку о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Понятно было, что в период ограничений такие документы получить у работодателей было достаточно сложно. Поэтому на сегодняшний день организовано межведомственное взаимодействие, и данные сведения поступают в Центр занятости с Пенсионного фонда. На текущем этапе мы завершаем настройку межведомственного взаимодействия с МВД и органами ЗАГС, с тем, чтобы можно было как можно большее количество сведений мы привлекали за счет межведомственного взаимодействия, не привлекая к этому процессу наших граждан. Таким образом, возможность именно подачи из дома заявлений на получение пособия по безработице привлекли на порталы те граждан, которые раньше этого не делали по разным причинам. На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрированных безработных 1 миллион 243 тысячи человек. В том числе за последние 2 месяца, начиная с 1 марта, мы зарегистрировали 735 тысяч наших граждан.
Размер пособий по безработице, который они получают, в случае, если гражданин потерял работу до 1 марта, он зависит от длительности его предыдущего трудового стажа, а также от размера заработной платы. Если же гражданин потерял работу после 1 марта, а таких граждан на сегодняшний день уже более 208 тысяч человек, они получают пособие по безработице в максимальном размере, то есть 12 130 рублей. И на сегодняшний день таких пособий уже назначено на общую сумму 1,8 миллиарда рублей. Особые меры поддержки предназначены также для семей с детьми, где один из родителей остался без работы после 1 марта. В этом случае размер пособия по безработице в апреле и июне увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей на каждого ребенка. Отмечу, что 63 тысячи человек уже получают такие пособия. В этих семьях на сегодняшний день более 97 тысяч детей в возрасте до 18 лет. Кроме того, в целях дополнительной поддержки таких семей изменен механизм расчета среднедушевого дохода и для оценки нуждаемости по иным мерам социальной поддержки. Если раньше мы учитывали такие доходы, то теперь доходы безработных, тех граждан, которые остались без работы, при расчете среднедушевого дохода учитываться не будут даже при назначении иных мер социальной поддержки. В целях оперативного получения информации о состоянии рынка труда ведется на сегодняшний день мониторинг на портале «Работа в России», а также Пенсионным фондом собирается отчетность работодателей по всем уволенным и принятым на работу гражданам. Эта информация в том числе будет использована органами Федеральной налоговой службы при принятии решения о предоставлении работодателям помощи в размере одного минимального размера платы труда на каждого работника в случае, если произошло сокращение работников не более чем на 10% от штатной численности на 1 апреля. Данные сведения будут предоставляться ФНС, и, исходя из этого будет производиться расчет соответствующей выплаты. Спасибо за внимание. У меня все, Владимир Владимирович. Ладно, хорошо, спасибо. Мы потом пообсуждаем, когда закончим слушать первый вопрос. Я предоставлю возможность коллегам высказаться, всем, которые у нас на связи находятся. Пожалуйста, Мурашко Михаил Альбертович, министр здравоохранения. Добрый день, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, глубоко уважаемые коллеги. Сегодня в Российской Федерации зарегистрировано более 165 тысяч человек с новой коронавирусной инфекцией. В стационарах страны с подтвержденным или предположительным диагнозом коронавирусной инфекции сегодня находится около 80 тысяч человек, в том числе 1133 пациента на искусственной вентиляции легких, включая 4 детей. И 4 взрослых находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации, помогая оксигенировать кровь аппаратом. Тяжелые формы течения мы сегодня уже видим, что встречаются чаще у пациентов старше 60 лет, у пациентов, страдающих артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ожирением. Ну и мы видим, что мужчины болеют тяжелее, чем женщины. Срочные программы, обеспечивающие получение персоналом компетенций для качественного оказания медицинской помощи, сегодня прошли более 1,4 миллиона человек. А медицинскую помощь сегодня уже оказывают более 110 тысяч врачей, более 236 тысяч фельдшеров, медсестер и медбратьев и 46 тысяч младшего медицинского персонала, а также более 31 тысячи водителей автомобилей скорой помощи. В том числе мы привлекли около 41 тысячи студентов, ординаторов и аспирантов. Причем хочу отметить, что студенты в красной зоне работают лишь выразившие свое согласие и не имеющие медицинских противопоказаний для работы на таком опасном участке. И, конечно же, все они прошли дополнительную подготовку по безопасности и по оказанию медицинской помощи. Активно участвуют волонтеры, в том числе среди медиков, их более 5000 человек. В целях вашего поручения реализации с 1 апреля 2020 года на выплату стимулирующего характера за особые условия труда при оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией направлено
правительством 45,7 миллиарда рублей. В том числе почти 42 миллиарда – это для региональных выплат для медицинских работников и почти 4 миллиарда для сотрудников медицинских организаций Минздрава, ФМБА России, Минобрнауки. И для работников дополнительно медицинских организаций силовых ведомств, Министерства обороны, ФСИН и других предусмотрено чуть более 3 миллиардов рублей. До всех регионов средства доведены с запасом. И следует еще раз подчеркнуть, что эти выплаты освобождены от уплаты налога на доходы с физических лиц и производятся с начислением всех предусмотренных федеральным законом территориальных надбавок соразмерно отработанному времени на основании локальных актов медицинских организаций в объеме, не превышающем установленного размера выплат. Все выплаты и начисления идут в срок в соответствии с днями выплаты заработной платы. За апрель текущего года уже в медицинские организации пришло более 6 миллиардов рублей на оплату 143 762 медицинских работников. И также стимулирующие выплаты, которые установлены правительством с 30 января текущего года, выделено было 10,2 миллиарда рублей. Все средства доведены до регионов. По состоянию на 1 мая 2020 года начислено уже 2,8 миллиарда рублей сотрудникам 156 тысячам медицинских работников. Минздравом России в регионы направлено в том числе разъяснительное письмо. Возникало очень много вопросов о категориях, о принципах начисления выплат, а также о необходимости сокращения сроков доведения выплат до персонала обязательно и сохранении, то, что вы указывали особенно для губернаторов, сохранения всех региональных выплат, которые были установлены ранее. В том числе вы задавали вопрос, какие нормативные акты применялись для того, чтобы упростить этот сложный период жизни и работы медицинских работников. Вот срок действия квалификационных категорий, которые истекают в этом году, продлен на 1 год. Все категории, которые истекают до 1 января 2021 года, соответственно, будут действовать еще 1 год и будут сохраняться все выплаты и начисления на них. В соответствии с вашим поручением о страховании жизни и здоровья медицинских работников подготовлен и согласован проект указа о предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников, которым предусмотрены страховые выплаты. Это врачи, средний персонал, младший персонал и персонал медицинских организаций, водителей скорой автомобильной помощи. Для организации оказания медицинской помощи предпринят в том числе ряд мер, которые позволили фактически функционально изменить систему оказания помощи. И мы с вами говорили о том, что 95 тысяч коек должно было быть открыто до 28 апреля. И на сегодняшний день уже перепрофилировано и открыто большее количество коек, потому что ряд регионов имеют более сложную эпидемическую ситуацию. В общей сложности 126 тысяч коек сейчас развернуто. Причем реанимационные койки, мы отслеживаем их загрузку, насколько у нас есть информационная система, которая позволяет нам видеть каждого заболевшего. И сегодня общее количество коек 36% от общего количества находится в ожидании для приема пациентов. Поэтому мы не видим сегодня какого-то дефицита или проблем с госпитализацией. В регионах на федеральном уровне обеспечен доступ к этой информационной системе, чтобы каждый регион, в том числе, видел ситуацию по каждой медицинской организации на своей территории. Оперативно анализировать всю эту информацию помогает в том числе созданная специальная аналитическая группа. Мы видим, что сегодня количество госпитализируемых превышает количество выписываемых, поэтому все-таки состояние напряжения медицинская служба продолжает испытывать. Объем дополнительного коечного фонда мы доводим до регионов в случае необходимости, чтобы разворачивались койки. Это уже не интенсивного лечения. Для городов-миллионников это до 2 и, если необходимо, до 3 коек на 1000 человек, а для остальных регионов это 1-2 койки на 1000 человек.
Эти койки будут разворачиваться при необходимости. В первую очередь, конечно, мы следим за тем, чтобы не было ущемления оказания объемов помощи пациентам, требующим экстренную помощь, онкологическую, пациентам с гемодиализом, потому что это действительно очень чувствительная для населения тема и однозначно актуальный вопрос для всех, и медицинских работников в том числе. Мониторинг средств индивидуальной защиты в медицинских организациях позволяет нам сегодня уже говорить, что сегодня ситуация достаточно стабильна. В том числе выпускаются отечественные многоразовые, прошедшие сертификацию и регистрацию костюмы для медицинских работников. Идет активное исследование и оценка формирования иммунитета у медицинских работников. Это уже сегодня и зарегистрированы отечественные тест-системы нескольких производителей. И также продолжается разработка и регистрация тест-систем для ПЦР-диагностики. Ну и активно идет поиск с лекарственными препаратами. Я уже говорил, что вот ряд препаратов сегодня уже показывают свою эффективность. В том числе, что очень важно, это препараты полного цикла производства, начиная с субстанции, кончая готовой лекарственной формой. Ну, мы, конечно, преждевременно выводы не хотим делать, но видим, что уже сегодня и организации, которые хотят войти, обмениваются данными, видят результаты и дополнительно просят включиться, в том числе в эти клинические исследования. Ну и в заключение хотел бы сказать, что продолжается работа над вакциной, но и параллельно проводится аудит производственных площадок для того, чтобы оценить возможности в последующем их производства. Спасибо большое. Доклад закончен. Я прочитал ваши доклады по поводу контактов ваших с коллегами из-за рубежа. Надеюсь, что это тоже пойдет на пользу. Обмен информацией в такой сложный для всего мира период крайне важная вещь. И вижу, что наши коллеги настроены на такую позитивную совместную работу. Да, спасибо большое. Мы проконтактировали с теми министрами здравоохранения, которые, в общем, наиболее активно сегодня имеют опыт. Спасибо вам большое за помощь, в том числе организации этих переговоров. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста, Решетников Максим Геннадьевич. Министр экономики. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, правительством реализуется пакет мер, который направлен на поддержку экономики, и значительная часть этого пакета мер рассчитана на компании, которые работают в пострадавших отраслях и прежде всего субъектов малого и среднего предпринимательства. В перечень у нас вошли 11 сфер. На сегодняшний день в этих отраслях занято более 6 миллионов человек, из них 3 миллиона 200 тысяч именно в компаниях малого и среднего бизнеса. Что здесь реализуется? Первое – это предоставление отсрочек с тем, чтобы максимально высвободить ресурсы бизнеса для выплаты заработной платы. Владимир Владимирович, реализовано ваше поручение о переносе сроков уплаты налогов и взносов в социальные фонды для более чем 1,5 миллиона организаций и индивидуальных предпринимателей, субъектов МСП в этих пострадавших отраслях. Общий объем перенесенных налогов составил более 217 миллиардов рублей. Более того, в дальнейшем по этим суммам будет предоставлена, как вы и поручали, рассрочка по выплате сроком на год. Для организаций, которым отсрочка не была представлена автоматически, есть возможность получить такую отсрочку в рамках заявительного порядка. Единственным условием является снижение доходов на 10%, ну или более, там установлены четкие критерии. Мы оцениваем, что такой мерой могут воспользоваться еще более 50 тысяч предприятий с мая по август, потому что предоставление этой отсрочки связано с подачей деклараций. На сегодняшний момент мы видим, что те, кто досрочно подал такую декларацию в апреле, им уже предоставлено почти 1,5 миллиарда рублей отсрочек. Далее, в соответствии с федеральным законодательством, банки предоставляют кредитные каникулы организациям и гражданам, которые столкнулись с падением доходов более чем на 30%. То есть теперь вот отсрочки по кредитам. В настоящий момент число обращений субъектов МСП в банке о реструктуризации либо отсрочке по данному федеральному закону составило 35 тысяч обращений, из которых 60% уже одобрено. Количество фактически проведенных реструктуризаций, то есть уже банки оформили все необходимые документы,
документы 14 тысяч на сегодня. По физическим лицам обращений поступило 146 тысяч, 64 тысячи одобрено и 16 тысяч отсрочек реструктуризации уже представлено. Общий объем договоров, по которым были предоставлены кредитные каникулы, почти 68 миллиардов рублей. Но здесь, Владимир Владимирович, надо отметить, что вот этот принятый федеральный закон, он же еще и подстегнул банки самостоятельно входить в процесс реструктуризации, самостоятельно все эти вещи урегулировать. Поэтому, так сказать, общий объем, конечно, этой работы на порядок больше. Значит, с 13 апреля мы также запустили программу субсидирования российских банков при условии обеспечения отсрочки по кредитам, выданным МСП. Так называемая программа 3 по трети, когда предприниматели могут 2/3 процентных расходов списать. На совещании у вас с банками этот вопрос поднимался, что программа реализуется медленно. Ну, с тех пор определенное движение есть, но сейчас представлено кредитных соглашений, отсрочек на 1,5 миллиарда рублей, что тем не менее как бы абсолютно недостаточно, потому что потенциал у этой программы мы заложили в размере 300 миллиардов рублей. Поэтому здесь мы видим большую задачу перед собой. Следующим направлением является представление отсрочек по аренде имущества. Вы об этом сказали. Значит, такие решения приняты в отношении федерального имущества, и в настоящее время в Росимущество пришло более 650 обращений на как раз вот пролонгацию, отсрочку этих платежей. Более того, в отношении имущества субъектов Российской Федерации все регионы такие решения приняли. Ими уже воспользовалось 28,5 тысяч субъектов МСП. Ну и важный момент, что по объектам частной собственности закон дал право правительству урегулировать отсрочку относительно объектов частной собственности. И соответствующая норма принята. Теперь арендатор вправе требовать отсрочки в полном объеме платежа на срок карантина и наполовину на срок до 1 октября. То есть такая норма тоже есть, и мы знаем, что в частном секторе такие процессы пошли. Более того, бизнес обратился к нам с вопросом о неприменении штрафных санкций к арендаторам за досрочное расторжение договора аренды в том случае, если напрямую это договором не урегулировано. Мы соответствующие предложения сейчас готовим, считаем, что это тоже защитит малый и средний бизнес. Дополнительные возможности выплачивать заработную плату также создала программа субсидированных кредитов под 0% на 6 месяцев. Она была изначально запущена для малых и микропредприятий из пострадавших отраслей, но в соответствии с вашим поручением сейчас она расширена на все предприятия вне зависимости от размеров. А для малых и микропредприятий, значит, мы решили там вопрос с АКВЭДом, потому что был вопрос по видам деятельности, да, значит, один основной, остальные не основные и так далее. Если у малого и микропредприятия хотя бы один из видов деятельности отнесен к числу пострадавших, то он может в полном объеме, соответственно, это предприятие воспользоваться этой программой. В настоящий момент в банке поступило 31,5 тысяч заявок на 78 миллиардов рублей. Ну, то есть мы достаточно быстро, так сказать, программу почти в полном объеме реализуем, и скоро встанет вопрос, значит, о дальнейших лимитах. При этом 12 тысяч банки заявок уже одобрили, и 8 тысяч кредитных соглашений подписаны на сумму 21 миллиард рублей. Это позволит помочь расчетно 280 тысячам человек. То есть, ну, такой ощутимый размер, и программа действительно оказалась очень удачной. Также мы расширили действующую программу субсидирования по кредитам МСП, та, которая работала у нас до кризиса, но мы ее адаптировали к действующим, к текущим условиям. Мы исключили требования к заемщику об отсутствии задолженности, мы сняли ограничения по максимальному объему кредитных соглашений на рефинансирование. То есть деньги на рефинансирование – это, в принципе, то, что предприятия тоже, как правило, направляют на заработную плату. Ну и, наконец, самая важная мера второго пакета мер – это прямая финансовая поддержка бизнесу в виде грантов на выплату заработной платы на 2 месяца, исходя из МРОТ. На это было выделено более 80 миллиардов рублей. Главное условие – сохранить не менее 90% штатной численности предприятия, значит, по сравнению с мартом 2020 года. Более подробно о реализации расскажет руководитель налоговой службы.
Наконец, еще одно направление – это сокращение административных издержек бизнеса. Здесь мы преследовали две цели. С одной стороны, максимально сократить все непроизводительные издержки бизнеса вот на этот период и сократить, конечно, контакты между людьми. То есть все, что можно, перевести в дистанционный режим. На сегодняшний момент приостановлены практически все проверки. В марте было приостановлено 50 тысяч проверок, а по итогам года их количество снизится на 500 000. Реализован также принцип лицензии автоматом. То есть речь идет о том, что были автоматически продлены около 36 тысяч лицензий, которые истекали в этом году, порядка 600 тысяч различных сертификатов и аккредитаций специалистов и около 15 тысяч иных разрешительных документов. Все автоматически продлено на год. Сдвинуты сроки также вступления в силу ряда новых нормативных правовых актов, которые создавали расходы бизнесу. Там достаточно большой пакет принят. Самое яркое, наверное, это новые требования в сфере автомобильного транспорта, в том числе по оснащению системой ГЛОНАСС, новые правила проведения экзаменов и так далее. Но здесь у новых торгов, и ряд еще моментов, которые просил бизнес. Законопроект одобрен сегодня на комиссии по законопроектной деятельности правительства и завтра будет рассмотрен на заседании правительства. И следующее важное направление работы. Мы помогаем не только МСП, помогаем также системообразующим предприятиям. Правительственной комиссией под руководством Андрея Ивановича Белоусова утверждены отраслевые критерии на основе объективных показателей. Всего на сегодняшний момент министерства сформировали отраслевые перечни по 72 направлениям. Туда вошли более 1100 организаций. При этом 45% это организации промышленности, 14% транспорт, 9% сфера ТЭКа, и другие направления. В качестве общей меры поддержки для таких организаций принята программа кредитования на пополнение оборотных средств, которая субсидируется из федерального бюджета по ставке рефинансирования. Таким образом, конечная ставка заимствования для этих предприятий составляет 4,5–5%. Не выше 5% ограничением установлено. И, конечно, важно, что мы в программе кредитования сейчас сделали акценты, довели эту информацию до банков. В первую очередь кредитовать промышленность, особенно машиностроение, транспорт, строительство и ЖКХ. То есть те сферы, которые, Владимир Ильич, у вас были рассмотрены, и мы, соответственно, признаны, нуждающимися в особой поддержке, и именно на это мы нацелили. Общая сумма льготных кредитов, которые будут выданы с использованием субсидии, 436 миллиардов рублей. Уже подписано соглашение с 4 банками с общим объемом кредитования, то есть банки заявились на 370 миллиардов рублей. И 30 апреля первые 4 кредита общим объемом 12 миллиардов рублей были выданы, Владимир Ильич. То есть у нас с момента объявления вами об этой программе до момента выдачи уже кредитов прошло 15 дней. На сегодняшний момент с точки зрения запуска программы это, в общем, нам удалось максимально быстро это сделать. Министерством экономического развития также организован оперативный мониторинг ситуации. Для этого мы разработали несколько индикаторов. Во-первых, ежедневно мы рассчитываем индикатор экономической активности. Он у нас рассчитывается на основе 6 оперативных показателей. Потребление электроэнергии, перевозки грузов в рамках информации системы Платон, погрузки на железнодорожном транспорте, оборота предприятий торговли и услуг по данным контрольно-кассовой техники, экспорта и импорта товаров по оперативной информации таможни. По состоянию на 29 апреля экономическая активность снижена на 33% по сравнению с базовым уровнем до объявления режима нерабочих дней и карантина. При этом мы также оцениваем степень закрытости региональных экономик на основе тех решений, которые принимают губернаторы на местах. На сегодняшний день деятельность предприятий и компаний в регионах ограничена на предприятиях, на которых сосредоточено 28% рабочих мест. То есть это общий уровень снижения экономической активности в стране. И, конечно, бизнес понимает ситуацию. Практически весь бизнес, мы очень много общаемся, разработал и реализует свои планы по адаптации к новым условиям хозяйствования. Но, конечно, Владимир Ильич, очень важно, очень ждут тех переходных условий функционирования экономики, которые сегодня будут обсуждаться. Поэтому это, конечно, крайне для бизнеса важно. Спасибо. Спасибо, Максим Геннадьевич. Многое из того, что я сейчас услышал, это перечень решений, которые ранее приняты. Кое-что вы сказали о том, как эти решения работают, но не все.
Я бы попросил вас повнимательнее посмотреть, решения работают, но не реализуются эти решения. Где, какое количество выдано денег, кому, как, структурировать надо всю эту информацию, чтобы владеть ситуацией. Материалы, то, что мы видим сейчас по налоговым ситуациям. Смотрите на эти вопросы. Егоров, пожалуйста, Даниил Вячеславович, федеральный налоговый. Соответственно, у нас, если говорить об апреле, апрельские показатели по налогам упали на 30%. Естественно, наибольшее падение дали углеводороды, то есть налог на добычу полезных ископаемых. При этом, если обратить внимание на НДФЛ, то есть налог на доходы физических лиц, то он упал на 14%. При том, что он, по сути, выплачивается одновременно с выплатой заработной платы. Если говорить о ситуации на розничном рынке, там, где, по сути, был принят первый удар от ограничительных мер, то, с одной стороны, мы наблюдаем, что у нас на сегодняшний день не работает более 36% компаний на розничном рынке, и выручка просела на 25%. При этом, если наблюдать по неделям срок ограничительных мер, в сравнении первой недели, последней недели, то мы видим, что у нас число компаний, которые стали работать в розницу, увеличилось на 34% по отношению к первой неделе, а выручка увеличилась на 32%. Ярко выраженная ситуация с потреблением топлива на АЗС. Если у нас в первую неделю на 44% просело потребление, то уже на последней неделе это было 88% к периоду до ограничительных мер. Если говорить о мерах, которые реализуются в налоговых целях, то что мы видим? Первое, всем компаниям страны, то есть это 7 миллионов 720 тысяч компаний, предоставлена отсрочка по предоставлению деклараций. Второе, в отношении них не работает взыскание, мы не включаем процедуры по взысканию. Третье, приостановлены проверки, как выездные, так и кассовой дисциплины, так и валютного контроля. Также, соответственно, введен мораторий на банкротство. Если говорить о пострадавших отраслях, то здесь, наверное, необходимо поделить на два блока. Первый блок – это компании, которые не входят в реестр субъектов малого предпринимательства, то им предоставлена беспроцентная отсрочка по заявлениям, они могут, соответственно, ею воспользоваться. Второе – это мораторий на банкротство и федеральные и региональные льготы. Что касается субъектов малого предпринимательства в пострадавших отраслях, то здесь это автоматизированный перенос сроков уплаты на конец года, это беспроцентная отсрочка по заявлению, и это субсидии на занятость, о которых я скажу чуть позже. Что касается пострадавших отраслей, то у нас получается, что четверть всех предприятий и индивидуальных предпринимателей страны попадают в пострадавшие отрасли, и как следствие, соответственно, на них распространяются те или иные режимы помощи. Первое, что касается автоматической отсрочки, то есть это там, где компаниям не нужно ничего делать, у них уплата налогов переносится автоматически. Они разбиты на три блока. Это отсрочка для платежей, которые они должны были в марте или во втором квартале сделать, на 6 месяцев, для платежей, которые должны были сделать в третьем квартале, на 4 месяца. И отдельно идут по имущественным налогам. Здесь общая сумма, которая предоставлена в качестве отсрочки, составляет 217, как уже Максим ранее сказал, миллиардов рублей, и ее получат, соответственно, 1,5 миллиона компаний. Что касается отсрочек по заявлениям, то здесь, соответственно, пока это всего лишь 1,4 миллиарда рублей, но это связано с тем, что отсрочка предоставляется вместе с предоставлением декларации. А так как у нас режим выходных дней, то, соответственно, обязанности по сдаче декларации нету. Однако наши ситуационные центры получают от налогоплательщиков данные, которые сегодня уже позволяют нам говорить о том, что нам заявится более 50 тысяч компаний за такую отсрочку. И, наконец, последнее – это поручение по субсидиям работодателям, которые нам необходимо было реализовать. Постановление правительства вышло 24 числа. Мы включили все, соответственно, развернули все механизмы предоставления субсидий в 00 часов 1 мая.
О чем идет речь? Первое, значит, позвольте я еще раз напомню, кто под эти субсидии попадает. Это компании, которые включены в реестр малого и среднего предпринимательства. Это те компании, которые осуществляют деятельность в пострадавших отраслях, не находятся в процессе ликвидации и не имеют недоимки по составу на 1 марта. Таким образом, к ним относятся более 1 200 000 компаний, у которых работает более 4 миллионов человек. Здесь я хочу сделать оговорку, что это также и относится к самим индивидуальным предпринимателям, не только к их сотрудникам, но субсидия распространяется и на них тоже. Что мы сделали? Мы сами предиктивно разослали информационные материалы тем компаниям, которые мы видим, что на кого такая субсидия может распространяться. То есть мы их уведомили в электронном виде в личных кабинетах. Также мы развернули информационные ресурсы на сайте. Кроме того, мы сделали проверку ННН, то есть человек может забить ННН своей компании и сразу увидеть, относится к ним или не относится к ним эта субсидия. Также мы сделали заполнение в личных кабинетах заявление на субсидию, при этом там все предзаполнено. Единственное, что им нужно заполнить, это выбрать счет. Опять же, из тех счетов, которые у нас есть в информационной системе. При этом налогоплательщики могут подать заявление по 3 каналам. Первое – это через личный кабинет. Второе – это по телекоммуникационным каналам связи, как они обычно нам сдают отчетность. И третье – это на бумаге, если у людей нет такой возможности подать в электронном виде. Все это мы обрабатываем. И, соответственно, что мы видим на сегодня? На сегодня нам подали заявление 60 623 компании, соответствует критериям 46 386 компаний. Что, как вы помните, вы нам поручали начать выплаты с 18 числа. Мы постараемся это сделать пораньше, так как мы уже те налогоплательщики, которые сдали отчетность по ФР раньше, то, соответственно, мы им сразу можем рассчитать, нет ли у них вот этого падения в 10%. И таким образом сразу будем перечислять им деньги. Более того, мы специально сделали ресурс, где можно отследить ход исполнения заявления. Там можно увидеть, что мы приняли заявление, что оно соответствует критериям, что мы передали в казначейство и подтверждение казначейства, что деньги выплачены. Таким образом, у нас полная картинка по этим заявлением будет как и у налогоплательщиков, так и у нас. И последнее, мы разработали также отдельный блок аналитический по мониторингу всех выплат и всех видов налогоплательщиков, к которым это относится. По ним также может и Министерство финансов, и правительство отслеживать ход выполнения этой программы. У меня все. Спасибо большое. Спасибо. Стасишин, пожалуйста. Никита Евгеньевич, исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Спасибо, Владимир Владимирович. По итогам совещания, которое вы провели, правительством принят ряд мер по поддержке строительной отрасли. Первая мера – заработала программа льготной ипотеки. Сегодня каждая семья может взять ипотеку на новостройку по ставке 6,5%. За первые 2 недели работы программы уже подано более 20 тысяч заявок. Более 14 тысяч заявок рассмотрено, 11 тысяч заявок одобрено и уже выдано порядка 2000 ипотечных кредитов, и это поддержит порядка 13,3 миллионов квадратных метров жилья, которые сейчас находятся в стройке. Вторая мера поддержки, которую приняло правительство по итогам совещания под вашим председательством, это программа по субсидированию процентных ставок для застройщиков, которые были взяты до 1 мая 2020 года. Им будет субсидироваться ставка по кредитам на цели жилищного строительства, и ставка составит 5,5%. Сейчас идет формирование заявок, в ближайшее время мы начнем рассматривать. Оператором такой программы также является наш Институт развития Дом РФ. Третья мера – это докапитализация фонда обманутых дольщиков. Она произошла 30 апреля. 30 миллиардов рублей было внесено в уставный капитал фонда. Мы проработали с регионами. Приблизительно
в ближайшее время 24 региона, порядка 115 проблемных домов, это больше 10 тысяч граждан, будет оказана им поддержка в восстановлении их прав. И еще одна мера, которая сегодня прорабатывается и в ближайшее время будет принята, это государственные гарантии на 50 миллиардов рублей по выкупу строящегося жилья в целях поддержки отрасли. И я еще забыл сказать, что по программе субсидирования ставок по кредитам у застройщиков появилось новых обманутых дольщиков. У меня все. Спасибо за внимание. Да. Спасибо. Так, коллеги, есть желающие? Вот смотрите, что я бы хотел сказать в завершение по этому вопросу. Ну, во-первых, все и граждане, и компании, руководители компании, акционеры, собственники должны знать, у них должна быть полноценная информация о том, какие именно. Второе, все должны знать, каким образом они могут воспользоваться этими льготами, как это сделать. И эти способы должны быть доступными для людей. Ну и, наконец, самое главное, все должны быть уверены в том, что это до них дойдет. Поэтому нужно сейчас как можно шире эту работу развернуть. Некоторые ведь выплаты у нас намечены только где-то на середину месяца. Сейчас об этом тоже коллеги говорили. Поэтому нужно, чтобы все понимали, что будет происходить в ближайшие дни. Потому что основные решения многими руководителями и собственниками компаний будут приниматься как раз сразу после 12 мая. Я вас прошу обратить на это внимание. Ну, давайте перейдем ко второму вопросу. Пожалуйста, доклад Поповой Анны Юрьевны, руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главного государственного санитарного врача Российской Федерации, по тем мерам, которые предлагаются для снятия, поэтапного снятия противоэпидемических ограничительных мер. Прошу вас, Анна Юрьевна. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, глубоко уважаемые участники сегодняшнего совещания, по вашему, уважаемый Владимир Владимирович, поручению нами разработан проект методических рекомендаций для определения показателей, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий. Я хочу отметить, что своевременно принятые меры позволили нам задержать развитие эпидемии в России на 2 месяца и детально изучить опыт разных стран при снятии ограничительных мероприятий. Мои коллеги, ученые и практики постоянно ведут мониторинг и анализируют развитие ситуации в России и в других странах. И, безусловно, ситуация в России уникальна в силу особенностей нашей страны. В ряде регионов уже сегодня темпы прироста новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией не превышают 3%. Вашим указом главы субъектов получили дополнительные полномочия определять перечень конкретных мер по сдерживанию эпидемии. И подготовленные нами рекомендации по снятию ограничительных мер – это четкий методический инструмент для этой работы. Он предусматривает этапность, мы предлагаем 3 этапа. На каждом из этапов главы регионов по предложению главных санитарных врачей и субъектов смогут принимать решения о конкретных мероприятиях. При снятии ограничений предполагается оценка следующих основных показателей. Темп прироста заболеваемости, то есть количество новых случаев заболевания, свободный коечный фонд для госпитализации больных новой коронавирусной инфекцией, показатель охвата тестированием, чтобы понимать, насколько широко инфекция распространена в популяции в том или ином регионе. И все эти показатели оцениваются ретроспективно за 1 или 2 недели, что связано с инкубационным периодом этой болезни. Мы формулировали наши методические рекомендации, исходя из главной цели – сохранения здоровья граждан нашей страны. Самоизоляция позволила нам сгладить пики заболеваемости, избежать взрывного роста числа новых случаев. И сейчас в режиме самоизоляции человек общается только в семейном кругу или в рабочем коллективе, если он продолжает посещать работу.
На каждом этапе предполагается расширение перечня общественных пространств, где люди будут контактировать между собой. Так, на первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции. На втором этапе прогулки на улице с членами семьи. Открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей. И предусмотрено начало работы образовательных организаций. На третьем этапе мы предполагаем, что начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы, при соблюдении условий социального дистанцирования. Предприятия сферы торговли и услуг без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей. Все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания. Еще раз подчеркну, что в соответствии с предлагаемыми рекомендациями решение о поэтапном снятии ограничений будет принимать глава региона, и в случае осложнения эпидситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены. Уже сегодня Роспотребнадзором для каждого вида бизнеса подготовлены и опубликованы детальные методические рекомендации по организации работы с соблюдением всех мер безопасности и профилактики. И наш опыт показывает, когда все эти рекомендации четко соблюдаются, риски инфицирования минимальны. И сегодня в стране продолжают работу крупные системообразующие, жизнеобеспечивающие агропромышленные предприятия, масштабные строительные объекты. И их работа была выстроена при строгом соблюдении всех рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции. В результате нам удалось избежать за весь этот период распространения заболевания на этих объектах. В фокусе нашего внимания на всех этапах остаются люди из групп риска, люди старшего возраста, люди с хроническими заболеваниями. И, безусловно, им следует принимать дополнительные меры предосторожности при выходе из дома. Ряд субъектов уже ввели обязательный масочный режим, а это на сегодняшний день 68 субъектов. И, безусловно, это дает свои позитивные результаты по снижению темпов прироста. Я хочу еще раз обратить внимание, что поэтапное снятие ограничений в масштабе всей страны возможно только при осознании каждым человеком меры собственной ответственности. У нас впереди еще неделя, и мы должны обязательно сохранить тот позитивный тренд, который уже намечен и очевиден в целом ряде регионов. Спасибо за внимание. У меня все. Спасибо. Слово Сергею Семеновичу Собянину, и как мэру Москвы, и как председателю, руководителю рабочей группы Госсовета по всем вопросам, которые мы сегодня рассматриваем. Пожалуйста, Сергей Семенович, как ситуация у нас в столице и как вы планируете ближайшие шаги? Уважаемый Владимир Владимирович, мы вчера по вашему поручению на селекторном совещании с руководителями субъектов Российской Федерации вместе с Анной Юрьевной, Татьяной Алексеевной подробно обсуждали меры, которые сегодня озвучены, критерии выхода из самоизоляции, ряд решений, или критериев, которые требуются для этого. Должен сказать, что те меры перехода на другие этапы, поэтапный выход из самоизоляции, то, что Анна Юрьевна озвучила, необходимо делить на две части. Первая часть, самая жесткая, касается сферы услуг. Там, где граждане соприкасаются друг с другом или с предприятиями, которые оказывают услуги. Это салоны красоты, парикмахерские, торговля и другие сферы услуг. Они действительно могут спровоцировать, начало работы этих предприятий могут спровоцировать рост или высокую динамику заболеваемости. И здесь выработаны достаточно жесткие критерии, которые в проекте решения отфиксированы. Мы договорились о том, что все-таки на уровне регионов необходимо учитывать особенности по каждому региону этих критериев, так, чтобы эта система была несколько гибче. Это первое. Второе, договорились о том, что поэтапными субъектами Российской Федерации, но с учетом требований к работе данных предприятий, которые выработаны Роспотребнадзором и врачами
главными врачами Роспотребнадзора на местах. То есть как бы разделить этот документ на две части. Это сфера услуг и все остальное. Сфера услуг более жестко контролируется врачами, санитарными врачами. Что касается промышленности, других сфер, это все-таки в большей степени зона ответственности самих руководителей. Что касается Москвы, мы проанализировали детально ситуацию, которая складывается в городе. За последнее время мы просто кратно увеличили количество тестирования граждан и, соответственно, выявляемости заболеваний, что видно по динамике. Та динамика, которую мы видим по росту выявляемости, она впрямую не свидетельствует о росте заболеваемости. Она в первую очередь свидетельствует о большом количестве тестов и выявляемости заболевших. Кроме того, в Москве создана достаточно мощная система компьютерной томографии исследований граждан на предмет заболевания пневмонией, и в том числе ковидной пневмонии, что также дало возможность на ранних стадиях выявлять данное заболевание. Кроме того, введение пациентов в амбулаторном режиме позволило не доводить их до тяжелого состояния, вылечивать на амбулаторном уровне. Я хотел поблагодарить Министерство здравоохранения, которое совместно с нами, с нашим клиническим комитетом вырабатывало на всех этапах подходы к лечению больных. Создана мощная стационарная сеть по лечению ковида, которая на сегодняшний день справляется с теми объемами, которые есть. Самым главным критерием и основой для принятия последующих решений мы видим то, что в течение последних 2 недель, это большой период, Анна Юрьевна об этом сказала, что это как раз тот период, на основании которого можно делать выводы. Так вот, на протяжении 2 недель у нас не растет госпитализация больных, не растет количество тяжело больных, которые требуют помещения в стационар. Она находится примерно на одном уровне. Это говорит в целом о некой стабилизации ситуации. Если говорить о том, что какие решения в этой ситуации можно предпринимать, считаем, что выход из самоизоляции или ограничительных мер в сферу услуг пока преждевременным. Пока та ситуация, которую мы наблюдаем, не дает возможности раскрытия сферы услуг, быта и так далее. Но это дает возможность нам принять решение из 12 числа разрешить работу не части промпредприятий, как сейчас, а всех промышленных предприятий. Не части строительных предприятий, как сейчас, а всех строительных предприятий. Это дает возможность 500 000 москвичей получить полноценную работу, возобновить полноценную работу. Это важно для экономики города и очень важно для экономики страны, потому что заказы московских предприятий создают около 3,5 миллионов рабочих мест по всей стране. Обеспечивают работу машиностроительных предприятий, предприятий строительной отрасли и так далее. То есть это имеет достаточно большую синергию. Владимир Ильич, мы с вами об этом вчера говорили, я советовался с вами. Мы считаем, что такое решение можно принять. Но при этом надо понимать, что режим самоизоляции при этом не ослабевает. Наоборот, мы должны четко следовать его для того, чтобы давать возможности работы большему количеству предприятий. И работа на предприятиях должна четко регулироваться теми инструкциями, которые сегодня предписаны санитарными врачами. Тогда мы сможем сохранить стабильность ситуации эпидемиологической и постепенно, по возможности, раскрывать одно за другим сферы деятельности. Мне кажется, это то решение, которое сегодня возможно в Москве. Хорошо. Спасибо большое. Мы действительно с вами обсуждали это вчера. Я поддерживаю то, что сейчас было сказано, и считаю, что планы открытия значительного количества предприятий, прежде всего промышленности и стройки, они обоснованы абсолютно. Разумеется, нужно делать это в контакте с главным санитарным врачом, само собой разумеется. Однако обратите внимание на то, что чтобы
предприятия, о которых мы сейчас сказали, эффективно работали, нужно, чтобы работала вся цепочка смежников. Вам, как руководителю рабочей группы Госсовета, это несложно сделать. Надо просто с коллегами в регионах предметно рассмотреть все вопросы, связанные с единством нашего производственного комплекса. Ясно, что это непростая работа, но тем не менее без этой предварительной работы не обойтись. Я хочу вернуться к первому вопросу и видению. Тем не менее есть и федеральные, поэтому я в любом случае прошу Котюкова Антона Олеговича, министра труда и социальной защиты, обратить на это внимание. Там люди работают тоже в достаточно тяжелых условиях. Мы договорились о том, что мы будем их поддерживать. Я хочу быть уверенным в том, что эта поддержка осуществляется. Прошу руководителей регионов Российской Федерации обратить на это внимание. Ну а Котюкова проконтролировать, что там происходит в этой сфере. И в завершение хочу предоставить слово Андрею Рамовичу Белоусову. Андрей Рамович, есть что добавить или как-то, может быть, хотели как-то обобщить то, что по вашей сказали? Ну, я могу сказать, что, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, могу сказать, что мы сейчас вступаем в такой, на самом деле, более сложный период с точки зрения экономики. Мы сейчас практически предоставили большинству предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей достаточно широкий набор льгот. И мы видим, что последние 2 недели малый бизнес достаточно активно стал ими пользоваться. Достаточно сказать, что динамика выдачи льготных зарплатных кредитов сейчас увеличивается, если говорить по заявкам, примерно на 2000 заявок в день. В сутки, и вот мы уже вышли сейчас непосредственно перед праздниками почти на 80 миллиардов суммарного объема этих заявок. Это достаточно много, это больше, чем мы предполагали. Мы видим, что при сохранении такого темпа те лимиты, которые мы себе установили, будут выбраны где-то уже в середине, в крайнем случае в 20-х числах мая. Также мы видим, что сейчас банки работают с перенапряжением, и в последнее время количество одобренных заявок стало постепенно отставать от количества поступивших обращений. Я считаю, что это просто техническая причина. Действительно, я знаю, как работает Сбербанк, ВТБ, практически в постоянном режиме, и отменили очень многие процедуры проверок, которые в обычных нормальных условиях здесь ими руководствуются. Но тем не менее, нам, конечно, нужно в этой части ускориться. В чем я вижу проблему? Проблему вижу в том, что вы правильно абсолютно сказали, что сейчас по мере запуска предприятий начнут проявляться разрывы в цепочках создания добавленной стоимости, в технологических цепочках. Здесь мы видим две возможности. Первая состоит в том, что у нас, конечно, основная часть поставок завязана на крупные и средние предприятия, те, которые находятся у нас в перечне системообразующих предприятий. Я, пользуясь случаем, хочу еще раз обратиться к руководителям субъектов Российской Федерации. Мы разослали по каждому субъекту перечень системообразующих предприятий, которые находятся в их ведении, которые находятся в данном регионе. Мы установили два раза в неделю отчетность по таким предприятиям, имея в виду просто сказать, в каком режиме они работают. Там 30%, от 30 до 60, больше 60. Нам сейчас очень важно, чтобы эта информация быстро поступала и обобщалась в центре. Этим у нас информационный центр занимается. Тогда, если такая информация будет поступать, мы просто будем видеть всю картину, потому что цепочки эти мы себе представляем, как они устроены, но нам нужно видеть, в каком состоянии, где эти самые узкие места. И второе, мы сейчас запустили, поскольку мы понимаем, что у нас
узким местом будет являться сейчас платежи. Многие предприятия понимают, что в условиях неопределенности лучше, так сказать, поднакопить денег и держать деньги у себя, прежде всего, для выплаты заработной платы. Для этого мы запустили программу кредитования оборотных средств. Я могу сказать, что мы еще даже не успели ее запустить, а она уже вся оказалась расписана. Все расписано. Пришлось в этот процесс вмешиваться для того, чтобы несколько, значит, ее перенацелить, чтобы интересы банков у нас оказались все-таки на втором месте. На первом месте должны быть интересы экономики, интересы предприятий, прежде всего пострадавшие сферы деятельности должны туда попадать. Я сейчас говорю про крупные предприятия. Я тоже за функционирование производственных цепочек. И от того... Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, как известно, с целью эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией были введены ограничительные меры на практически всей территории России, и значительные полномочия были переданы в регионы Российской Федерации, и понятно почему. Потому что страна большая, я уже об этом говорил, ситуация разная, и нам нужно было подойти избирательно к тому, что происходит на территориях. Практика показала, что мы поступили абсолютно правильно. Более того, по нашему пути пошли и многие зарубежные страны. Мы это видим. И хорошо, если и у них тоже так получается. Вместе с тем, хочу сейчас обратиться и к Андрею Яромовичу Белоусову, как исполняющему обязанности председателя правительства Российской Федерации, и ко всем коллегам в правительстве и в регионах России. У нас работает рабочая группа Госсовета во главе с мэром Москвы, но общую координацию всей этой работы и по антикарантинным мероприятиям, и по их снятию, и по оживлению экономики должно осуществлять правительство Российской Федерации. Я очень рассчитываю на то, что и в регионах это будет услышано, и само правительство будет работать активно, и самым прямым образом будет влиять на ситуацию и в экономике, и в социальной сфере. Потому что мы сейчас переходим к достаточно важному этапу работы. Как я уже говорил во вступительном слове, и вперед забегать нельзя, чтобы нас не отбросило назад. Но и топтаться на месте тоже бессмысленно. Нужно двигаться постепенно вперед. Значит, координация правительства со стороны правительства Российской Федерации абсолютно необходима. Очень рассчитываю на то, что мы вместе с вами будем так же активно работать, как это было до сих пор. В общем, пожелаем ему скорейшего выздоровления, а вам от него большой привет. У нас сегодняшнее совещание состоит из двух частей. Это принятые в мае-апреле решения, направленные на поддержку граждан и экономики в условиях эпидемии коронавируса. И потом вторая часть будет связана с выходом из ограничительных норм, что называется. Напомню о двух пакетах мер, которые вводились последовательно, расширялись, дополняли друг друга в рамках единой логики действий. С учетом развития ситуации мы это делали с вами поэтапно. С учетом и проблем, с которыми сталкиваются сейчас граждане, компании, малого и среднего бизнеса, эти решения принимались. Среди приоритетных решений отмечу прямые выплаты семьям с детьми, сотрудникам медицинских учреждений и служб скорой помощи, повышение пособия для тех, кто после 1 марта столкнулся с временной потерей налоговым кредитам, арендным платежам. Кроме того, дополнительные меры поддержки были приняты в ходе серии совещаний по ситуации в базовых отраслях национальной экономики. Это автопром, строительная индустрия, банковский сектор и топливно-энергетический комплекс, ОПК, ракетно-космическая отрасль.
Добавлю, что завтра рассмотрим положение дел на транспорте. Хотел бы сегодня услышать, как на практике работают механизмы поддержки. И главное, сколько конкретно людей, семей, трудовых коллективов такую помощь уже получили или получат в самое ближайшее время, не когда-то потом, а именно в те сроки, которые были нами ранее установлены. Отдельно и предметно прошу остановиться на возникающих проблемах. Что сделано для их оперативного неотложного устранения, включая корректировку нормативно-правовой базы? И еще один важнейший вопрос нашей повестки. Я уже сказал, что у нас 2 вопроса будет. Как вы знаете, к 5 мая просил разработать рекомендации по параметрам аккуратного, постепенного выхода из режимов вынужденных ограничений. Такая оценка правительством, Роспотребнадзором, совместно с рабочей группой Госсовета проведена. Сегодня заслушаем подготовленные предложения. Также обращаюсь к главам всех регионов России и напоминаю, что вам, в свою очередь, опираясь на эти рекомендации, необходимо за ближайшие дни выработать свои планы действий на период после 11 мая. Конечно, жизнь сложнее, гораздо сложнее любых схем. И тем не менее важно иметь обоснованный, выверенный с учетом мнения специалистов алгоритм действий для каждого региона страны. Мы видим, что ситуация с распространением коронавируса в субъектах Федерации складывается по-разному. Как уже говорил, где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять, а где-то, возможно, планировать их определенное обоснованное их смягчение. Но только с опорой на мнение ученых, специалистов и с учетом всех факторов и возможных рисков. Вновь подчеркну, нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки – это безопасность, жизнь, здоровье наших людей. Поэтому ответственность за каждое принятое решение и коллег из правительства, и глав регионов крайне высока. Давайте никогда не будем об этом забывать. Переходим к первому пункту повестки дня, а именно к докладам по выполнению ранее принятых решений. И вначале передаю слово министру труда и социальной защиты Антону Олеговичу Котякову. Пожалуйста, Антон Олегович.